Сегодня мы поговорим о выдающейся фигуре из истории Грузии, царе Леоне II, который не только стал символом своего времени, но и сыграл ключевую роль в объединении западногрузинских земель под названием Абхазское царство. Царь Леон II правил 767-828 годы, период, когда Грузия сталкивалась с внутренними конфликтами и внешними угрозами. Мы расскажем о том, как он стал лидером для своего народа, осознавая необходимость объединения и сотрудничества для преодоления сложных вызовов. Объединение западногрузинского Абхазского царства не только способствовало укреплению позиции государства, но и дало возможность сохранить уникальную культуру и традиции грузинского народа. В этом видео мы детально рассмотрим ключевые моменты правления царя Леона II, его дипломатические шаги, военные кампании и культурные достижения, которые сделали его одной из самых ярких фигур на исторической арене Кавказа. Мы исследуем, как его действия повлияли на судьбу не только Западной Грузии, но и для всей страны, а также какие уроки можем извлечь из его правления для современности. Прежде чем перейдем к эпохе Леона, давайте отмотаем время на несколько столетий назад и посмотрим, что тогда происходило в Грузии, да и в целом на Кавказе. Согласно источникам античного периода, территория современной Западной Грузии являлась частью царства Колхиды, а затем и его преемницы царства Лазики. Племена, проживающие на этой территории, принадлежат к грузинскому этническому миру, то есть это были мигрелы, сваны, абхазы, месхи и другие. В 8 веке одна из западногрузинских племен, абхазы, не путать их с сегодняшними апсу-абхазами, которые являются переселенцами с Северного Кавказа и которые поселились в Грузии только в 16-17 веках, заложили основы царства Игриси-Абхазети на территории Западной Грузии. Царство абхазов было основано в результате ослабления Старого Колхидского царства. Царь Леон II стал правителем в 767 году. После утратившей независимость в результате иноземных вторжений и раздробленности грузинских царств, его задача заключалась в объединении народа и восстановлении могущества грузинского государства. Ему удалось объединить силы, которые на протяжении многих лет были разделены между различными регионами и враждующими феодалами. Поскольку Леон был из Абхазии, именно из-за этой территориальной принадлежности он и его личные историки называли объединенную им территорию Абхазским царством. Когда он взошел на трон, Западная Грузия, то есть Абхазское царство, охватывало земли от Черного моря до внутренних регионов Грузии. Леон II проявил себя как настоящий дипломат и патриот Грузии, продвигая идеи единства и взаимопомощи среди разных грузинских княжеств. Его главной целью было создание сильного и централизованного государства. Леон II проводил множество сражений, чтобы защитить свои земли от внешних угроз, особенно от византийских и арабских правителей. Эти битвы не только продемонстрировали военное мастерство царя, но и укрепили его репутацию как защитника грузинского народа. Но Леон II не только был полководцем, он также оказался блестящим реформатором. Он провел ряд административных реформ, направленных на усиление центральной власти и упрощение управления. Леон преобразовал систему налогообложения, сделав ее более справедливой и прозрачной для народа. Он также активно поддерживал развитие сельского хозяйства и ремесел, что на долгие годы укрепило экономическую казну царства. Усердием Леона II совершенствуются системы светского и церковного управления. Он разделил страну на уделы и учредил в них епископские кафедры. Именно при активном содействии Леона и его предшественников, царей Абхазского царства, Западная Грузия в 9-10 веках вышла из подчинения Константинопольскому патриархату и вступила в юрисдикцию грузинской Цхетской кафедры. Несомненно, что освободиться от политического влияния Византии было очень трудно, но гораздо сложнее было избавиться от религиозно-культурного влияния Константинополя. С этой целью западногрузинские цари упразднили греческие епископские кафедры, которые являлись опорой Константинополя, и взамен основали новые грузинские кафедры внутри страны, которые впоследствии стали центрами грузинской культуры. В 806 году Леон II перенес столицу Западной Грузии в Кутаиси и объявил себе
царем единого западно-грузинского Абхазского царства. Леон и царь Картли Нерсе совместными силами и скоординированными действиями боролись против арабов, поддерживали друг друга, так как у них были общие ценности. Оба говорили на одном грузинском языке и были православными христианами, просто их владения были разделены. Для укрепления своего народа Леон II внедрил законодательные изменения. Он активно боролся с коррупцией и феодальными притеснениями, за что пользовался любовью и уважением народа. Кроме внутренних реформ, Леон II занимался и внешней политикой. Он стремился установить дипломатические связи с соседними государствами, что позволило Грузии получить время для восстановления после тяжелых конфликтов. Царство вело большую торговлю с остальными грузинскими княжествами и царствами, странами Средиземноморья и Ближнего Востока, что привело к его усилению и расцвету. Это западно-грузинское царство занимало обширные земли, имело много городов, крепостей и храмов. Леон II также активно искал поддержки со стороны христианских государств, понимая, что религиозная солидарность может усилить его позицию на международной арене. Это, в свою очередь, имело большое последствие для укрепления христианской веры и культуры в Грузии. Царь Леон II оставил яркий след в истории Грузии. Его военные и политические реформы значительно укрепили государство, а усилия по объединению разных грузинских княжеств сделали его героем в глазах своего народа. Леон II внушил грузинам идею о силе и единстве, которая остается актуальной и по сей день. Друзья, спасибо, что были с нами. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал и оставить комментарии. До новых встреч!